Студенты, мои знакомые, сейчас мне уже известные, Слава Крусер и Леня Зильберг. Они приехали, они съездили куда-то в Ташкент, оттуда привезли банджо. Тогда банджо в Скрипкаре вообще не было, никто не знал. И они сами не знали, что с ним делать, потому что они сами не играют. Вот, они подошли ко мне и говорят: купи банджо. А я говорю: я с удовольствием сразу, потому что я банджо до этого знал. До этого, да, я заинтересовался этим инструментом. Однажды здесь, в филармонии, когда я еще учился в музыкальном училище, приезжал ленинградский диксиленд. Это вообще, я услышал такую отвязную музыку. Там диксиленд — это, знаете, что-то, чистая импровизация, это свободная музыка. И первый раз увидел, как они вот звуки понравились. И, короче, я сразу банджо тогда купил с помощью мамы. Денег-то они продавали за 80 рублей. Ну, тогда это было много. Стипендия была 40. Банджо, во-первых, она громкая, да? Она громкая, не привлекает. Можно тогда было играть на рынке, вспоминаю. Можно было играть без подзвучки. И было очень хорошо слышно. Даже там еще, когда учился в Ленинграде, вот, на Невском проспекте, подходили, интересовались, слушали. У нас всегда больше народу было, чем у других. Там после нас еще другие вышли, там гитара, скрипка, там, ну, видишь, они так пиликали. Ну, слабенько. А банджо же слышно громко. И помню, что первый раз подошли американцы. Ну, по виду видно, что американцы послушали его. И положили нам $1. Представляешь? Тогда $1 был вообще с ума сойти. Ну, валюта тогда еще как бы не разрешалась. Я помню вот первый концерт ленинградского диксиленда, который был в филармонии здесь, в Сыктывкаре. Вот, и они играли «Hello, Dolly». Вот, я потом уже разыскал, как она играет, там ноты там. И мне еще кто-то, Женя Машкин, показал первый, как его играть. Вот попробую сейчас, получится, нет, вступление. Hello, Dolly.